بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, сегодня, иншаллаху рахман, хочу дать пояснение дуа и нашей молитвы, которую мы продолжаем одно и то же каждый день. Бывают люди, которые начинают совершать намаз, и потом говорят: субханаллах, сколько можно одно и то же делать, продолжать. И шайтан им внушает. И такие мысли тоже внушают им, что суждено, то и будет. Конечно, что суждено, конечно, она будет, без сомнения. Но суд, ты раб Аллаха, в чем отличается? Аллах нас призывает делать одно и то же каждый день. Мы это обязаны делать. Что суждено, это для нас скрыто. Мы не знаем это. Мы не знаем завтра, что будет. Сегодня даже вечером, что будет. Через час, что будет. Мы же просто так не сидим. Мы готовимся на завтра. И у нас в плане бывает на 10 лет, на 20, на 30, на 40 лет. А почему не лежишь в одном и том же месте и не говоришь, что суждено и будет? Дуа. Зачем каждый день после каждого намаза дуа делать? Ни разу не хватает один раз сказать: о Аллах, сделай так, сделай так. Что, Аллах обязан, что ли, что так сделать, как ты хочешь? А мы обязаны все время просить Аллаха прощения и просить. Аллах любит это, что мы просили. Даже сказано: я Муса, о пророк Муса, Аллаху Та'ала обращается: ис'альни кулля шай, проси у меня все, хатта мильха аджиник, даже соль, говорит, которую ты добавляешь на тест. Аллах любит просящих. А кто не просит Аллаха, он себя гордо ведет, как будто он не нуждается. Каждое дыхание, которое мы дышим, она просит разрешения у Аллаха. Сердце каждый раз, когда бьется, она просит у Аллаха разрешения. А ты языком не хочешь. Просто Аллаху Та'ала хочет увидеть благодарность от твоего языка. Ты хочешь, не хочешь, твое сердце, душа, они дыхание каждый раз просят у Аллаха. И Аллах проверяет язык твой, просит у Аллаха или нет. Сердце настолько покорно Всевышнему Аллаху. Допустим, в намазе мы читаем Алхам, и внутри Алхама есть «Ихдина сират аль-мустаким». О Аллах, наставь нас на правильный путь. Зачем нас ставить на правильный путь, если мы на правильном пути исламе находимся? Каждый намаз, сколько раз мы Алхам читаем, столько Аллах просим: наставь нас на правильный путь. Это означает, что постоянно, чтобы Аллах нас сохранил на правильном пути. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, что сердца в руках Аллаха. В любое время Аллаху Та'ала может их поменять, говорит. Звери не верит человек. Поэтому много и часто делал пророк алейхиссалам дуа: «Я мукаллибаль кулуб, саббит кальби аля дини». О Аллах, который сердца меняющий, подтверди мое сердце на твоем религии, чтобы постоянно держалось. Даже пророк, алейхиссалату вассалам, который знал, что Аллах простил его все грехи, которые прошедшие и будущие, несмотря на это, он у Аллаха просит. Если кто бы из людей сказал бы, что суждено, то будет, оставлять можно было бы, то пророку 100% можно было. Не только что суждено, он знает, что суждено для него. Потому что Аллах сказал, Аллах в своих договорах не вероломствует. Знает пророк, алейхиссалату вассалам, свое будущее. Но все-таки Всевышний Аллах, он сам сказал, в его руках, он может в любое время это поменять. Мы знаем, завтра, вот сегодня покушали, это же не хватает, на завтра еще раз надо покушать. Сегодня поспали, мы же на завтра тоже не можем спать, завтра еще раз приходится спать. Также дуа, который сегодня делал, это на сегодня, на этот час, на этот миг, который ты делаешь дуа. На завтра она уже не действует. Твой намаз на завтра не действует. Хоть 100 лет молился, последний день уже все, надоело тебе молиться. Ты оставил намаз. Аллаху Та'ала на 100 лет твои молитвы не смотрит,
Потому что иннамал а'малу бил хаватим, говорит, поистине Аллах смотрит конец твоих деяний. Почему человек остается, говорит, вечно в раю и вечно в аду? Хотя он не совершил, говорит, столько грехов, которые совершали другие, например. Хоть он последний миг, который есть перед аварией, перед своей пиво пил, там харам сделал, умер. Или же сказал какие-то слова, которые уходят из религии. И он вечно остается в аду. Почему говорит так? Потому что, говорит, суд, если этот человек жил бы еще 1000 лет, он в этом убеждении остался бы, говорит, раз так он умер, говорит. Он был намерен продолжать так говорить. Вот коммунист, атеист, он хотел так жить, 1000 лет будет жить, 1000 лет он таким остался бы. Поэтому он аду останется, столько у него намерение было так оставаться, и столько же он будет оставаться. Поэтому для них вечный для ад, говорит. Ямхуллаху ма яша ва юсбиту ва индаху уммуль китаб. Аллах говорит, что хочет он, что было даже для тебя суждено, Аллах стирает, говорит, что он сам хочет, говорит. Малайки думают, что ты вечно аду остаешься. Вот предписано для тебя в аду оставаться. Поэтому дуа, вот смысл дуа здесь остается. Аллаху Та'ала, то, что даже малайки знали, для них было все открыто, есть то вещь, которая скрыта от них тоже, в руках Аллаха. Вот даже малайки вот подумали, что он аду останется и разрушат, потому что это в руках Аллаха. Вот начальники, подчиненные, они знают, что было указано для них, а генеральный в любое время может поменять это без их разрешения. Если такие дунья могут поменять, почему Аллах не может? Ла яруддул кадаа илля дуа. Что суждено было, говорит, его обратно не вернет, кроме дуа, говорит. Сам пророк, алейхиссалату вассалам, говорит. Даже что-то было для тебя суждено, если ты будешь обращаться Аллаха, просить, посредством этого дуа Аллаху Та'ала может это поменять, говорит. Ман лам яс'алиллаха ягдаб алейх. Кто не просит Аллаха, Аллах гневается на него. Вот такая у нас сущность, дорогие братья. Всегда, когда будете дуа делать, не думайте, как, чтобы она привычка для вас была. Сама по себе дуа делать, это ибадат. То же самое, как намаз. Примет Аллах, не примет, такое не бывает. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, кто соблюдает все условия дуа, Аллаху Та'ала непременно отвечает. Или же дунья, или ахара. Дунья, как это? Или Аллах ответит на твой дуа, то, что ты просил, ты получил. Или же Аллаху Та'ала за то, что ты дуа сделал, Аллах от тебя какой-то беда, который ожидал тебя, его снимает, убирает. Вот эта беда к тебе не приходит. Ты думаешь, Аллах тебе дуа не ответит. Иногда же дуа Аллаху Та'ала, то и обе не бывает, потом в конце в раю Аллаху Та'ала говорит, помнишь ты мой раб, тот день какой-то час ты делал дуа. Вот за это дуа я не ответил, вот тебе за это дуа награждение. Аллах покажет, говорит. И тогда раб Всевышнего скажет, говорит, о Аллах, как бы я хотел бы на все дуа, которые я дунья молился, чтобы ты не ответил, говорит, чтобы здесь получать награждение. Настолько пророк, алейхиссалату вассалам, захотел и призывал этими хадисами, что мы часто просили Аллаха дуа. И отчаивание. Ла тaqнату мин рахматиллах. Аллах говорит, вы не отчаивайтесь, что Аллаху Та'ала не ответил вам. Поистине отчаивается последователи шайтана. Кафири, говорит. Надежда всегда Аллаху должна у нас оставаться. Иногда Аллаху Та'ала знает, что для тебя это то, что ты просишь, она вредна. Поэтому Аллаху Та'ала, вот секрет здесь, Аллаху Та'ала знает, что для тебя милость Аллаха, что Он тебе не ответил. Если Аллах Та'ала на твой дуа ответил бы, ты себе же хуже делал бы в дальнейшем. В Коране Аллаху Та'ала это подтверждает. Аса ан тухиббу шай'ан ва хува шаррун лакум. Вы, может, пожелаете, что говорит, для себя, но она для вас плохо говорит. Мы как дети, которые не знаем, что будет завтра. То же самое дети возле окна. Хочет посмотреть и не знает, какая опасность, а ты берешь его домой, тащишь. А ребенок думает, там хорошо же. То же самое мы. Мы должны знать свою цену и свою силу. И всегда уповаться на Всевышнего Аллаха, который все знающий. Есть на этом
на эту тему у вас вопросы, дорогие братья? Можно, бисмилля. Вот я был осенью в мечети, в пятом посылке, я говорю, два попросили сделать, чтобы дождь пошел. Пошел такой дождь, да, затопило там много людей. Это как... Смотри, Аллаху Та'ала, когда мы дуа делаем, Он знает, как, размер какой отправлять. Да? Иногда дождь идет как милость, иногда как дождь идет, иногда как наказание. Однажды, вот вчера я людям лекцию читал, человек подошел к пророку Бедуин и сказал: «Я Расул Аллах, о посланник Аллаха». Вот на эту тему как раз. Он обещал людям: если вы уверуете в Аллаха и пророка, алейхиссалам, у вас жизнь будет шикарная, говорит. Все будет хорошо. И дожди будет, и дерево, фрукты дадут хорошие. Вот он обещал от себя. И после как эти люди, его народ, уверовали в пророка, алейхиссалам, как-никак сухость вообще, дождя нету. Все наоборот идет. Он пришел к пророку, алейхиссалам, и говорит: «Я Расул Аллах, я людям обещал, говорит, если вы уверуете, все будет хорошо». А у них наоборот, говорит, все плохо стало, говорит. Я боюсь, что они, звери, уйдут, говорит, на христианство, кто-то им что-то раздаст, и на другой веру уйдут. Нет ли у тебя, о посланник Аллаха, что-то, чтобы им раздавать, чтобы они от религии не ушли, говорит, в трудный момент поддержать, говорит, их. Ну, пророк, алейхиссалам, посмотрел сподвижнику Али, радийаллаху анху, взять, что-то у тебя есть, им отправить. Он сказал: «Я Расул Аллах, у меня ничего нет». Ну, тогда там история есть, пророк, алейхиссалам, взял долг, им отправил что-то. Здесь один маленький, можно иногда людей поддерживать, чтобы они с религии не ушли, как-то поддерживать. Но видите, вот здесь сухость получилась у них. Поэтому гарантию давать, что будет, как я сказал только что, мы не знаем. Наша обязанность дуа делать. А какой дождь даст, как даст, это в руках Аллаха. Поэтому, говорит, людям никогда, говорит, не обещайте, говорит, от себя, говорит. Обещайте, что будет, иншаллах, довольство Аллаха, милость Аллаха. А то, что не в наших руках, обещать им сады и дожди, это Всевышнего Аллаха в руках. Понимаете? Поэтому злиться, почему слишком много пошло дождь, потом мало пошло, один Аллах знает. Потому что грехов много, мы это знаем. Беда, дождь иногда, вот Коран много рассказывает, когда дождь Аллах отправляет, когда гневается дождь. Поэтому, почему так было, вот такой вопрос, про эту тему у меня был. Вред от дуа никогда не бывает. Я же сказал, от дуа вред никогда не бывает. Или польза, или будущем, или ахират. А дождь это в руках Аллаха, не твой же дуа это сделал, это Аллах сделал. Понимаете? Вот такие внушения людям бывают. Я дуа делал, а у меня хуже стало. Такое не бывает. Просто это испытание от Аллаха. Один человек хорошую зарплату получал, говорит, там харам месте работал. Потом ради Аллаха стал работать. 4 года без работы остался он. Большой алим рассказывал, про кого он знал. После 4 лет у него вообще шикарно все. Очень большим миллиардером стал. Это испытание от человека. Он верит ради Аллаха или верит ради чего-то. Он делает дуа ради чего-то или делает дуа, потому что он раб Аллаха, сущность его. Такие испытания много бывает, дорогие братья, для мусульман. Альхамдулиллах, дай Аллах нам правильно понимать все и терпение. Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум.